Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Иванов Перхан, я ученик 8 класса Маганинской средней общеобразовательной школы имени Степана Ивановича из Кустуктана горного района. Тема моего доклада – исследование свойств глины местности Катет Маганинского концлагеря. Мои руководители – учитель химии Бурнышова Негустана Ивановна и учитель технологий Ионов Николай Семенович. Гипотеза моей работы – если глина обладает различными свойствами, то ее можно использовать для создания декоративных изделий. Объект исследования – это глина, изъятая в местности Катет. Предмет исследования – свойства глины. Целью моей работы является выяснить, что глина местности Катет подходит для изготовления декоративных изделий. Для достижения цели были поставлены следующие задачи. Во-первых, изучить научно-популярную учебную литературу по теме исследования. Во-вторых, изучить глину местности и готовы сравнить их по свойствам путем экспериментов и наблюдений. В-третьих, изготовить авторское произведение ручной работы. Для выполнения этих задач я использую следующие исследования. Во-первых, анализ литературы. Во-вторых, наблюдение, сравнение. В-третьих, практический метод. Первое, что я решил выяснить, не навредит ли глина моим рукам при работе с ней. Взял местную глину из местности Катет Маганинского концлагеря, который добыли осенью этого учебного года. Это будет образец номер 1. Приобрел в магазине глиняную массу для лепки образец номер 2. Я решил проверить образцы глин на водородном показателе среды, наличие тяжелых металлов. По результатам двух исследований наиболее безопасным на здоровье человека оказался образец номер 1. У него среда нейтральная и нет катионов свинца, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека. У образца номер 2 среда слабоочная, значит при длительном пользовании глиняной массой неблагоприятно сказаться по коже и так далее. Катионов свинца не содержит. По итогам исследований наиболее подходит для работы в гончарном деле образец номер 1 местности Катет. В первую очередь для изготовления изделий я изучил внешние признаки образцов. Оба образца подходят для лепки изделий в домашних условиях. Для оценивания пластичности глины мы с каждого образца скатали жгуты, согнув их в круг, высушили, изготовили чашу и колокольчик. При этом обжиге местная глина более хорошо выдерживает высокие температуры, не трескается, сохраняет форму. По окончании экспериментов я сделал декоративные изделия фигур медведя местности глины. По итогам работы по данной теме я сделал следующие выводы глины местности Катет. Первое. Определение кислотно-основные свойства глины и сделав анализ на содержание катионов свинца, мы выяснили, что глина безвредная, экологически чистая, поэтому без опасений можно работать с ним даже маленьким детям. Во-вторых, глина обладает очень хорошими физическими свойствами для создания из нее декоративные подделки, такими как пластичность, доупорность, высыхание и обжиг. В-третьих, глина не уступает по своим качествам от массы для лепки, которая продается в магазинах, и даже происходит ее по водородному показателю среды. Она была значительно нейтральнее при обжиге, не трескается, сохраняет форму. В-четвертых, декоративное изделие фигура медведя получилось, на мой взгляд, очень хорошо. Не потрескался, сохранил форму, не сменил цвет. В заключение я хочу сказать свое пожелание в глину местности Катет. В дальнейшем мы можем использовать на уроках технологий, кружках по художественному прикладу, искусству для изготовления декоративных изделий. Поделок, используя данную глину, участвовать на конкурсе WorldSkills по компетенции гончарное дело. Для этого у нас есть все условия: оборудование, кабинет, технологий, высококвалифицированные учителя, ИЗО, технологии, талантливые участники. Закончив работу, я могу сказать, что гипотеза подтвердилась. Зная определенные свойства глины, можно использовать ее для изготовления декоративных изделий. Спасибо за внимание.